По требованию прокуратуры Аликовского района будут заблокированы интернет-ресурсы, содержащие информацию о продаже никотиносодержащей продукции. Прокуратурой Аликовского района проведена проверка исполнения требований федерального закона от 27.07.2006 года под номером 149 ФЗ об информации, информационных технологиях и защите информации в сфере соблюдения законодательства об охране здоровья граждан при реализации никотиносодержащей продукции, снюсов, пэков. В ходе проведенной проверки в сети интернет было выявлено 5 сайтов, распространяющих, реализующих никотиносодержащую продукцию. Совершить покупку указанных товаров мог любой пользователь сети интернет, в том числе несовершеннолетний, что запрещено региональным законодательством. По выявленным нарушениям в Красноармейский районный суд прокуратурой направлено административное исковое заявление о признании данной информации, размещенной на интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на территории России. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. После вступления судебного решения в законную силу будут приняты меры по реальной блокировке указанных интернет-ресурсов. Житель Ядринского района привлечен к уголовной ответственности за незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением. Прокуратурой Ядринского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 69-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением». В ходе судебного заседания установлено, что в январе 2020 года житель Ядринского района в ходе ссоры со своим соседом, возникшей на почве личных неприязненных взаимоотношений, в целях незаконного лишения его возможности свободно передвигаться, в нарушение требований закона закрыл его в помещение погреба, когда тот туда спустился. На требование потерпевшего открыть и выпустить его оттуда он не согласился и продолжил держать двери погреба в закрытом виде. Освободился потерпевший только тогда, когда по его телефонному звонку прибежала дочь и помогла выбраться из запертого погреба. Суд согласился с мнением прокуратуры района. С учетом личности виновного, признания вины подсудимым, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. Прокуратура Чебоксарского района направлена в суд уголовное дело по факту невыплаты алиментов на общую сумму более 500 тысяч рублей. Прокуратура Чебоксарского района направлена в суд уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата родителям без уважительных причин в нарушении решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенное неоднократно». В ходе предварительного расследования установлено, что данный гражданин, будучи подвергнутым 23 октября 2018 года административному наказанию за неуплату алиментов, вновь не осуществлял выплаты на содержание несовершеннолетних детей. Общая сумма задолженности составила более 500 тысяч рублей. Обвиняемый вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Чебоксарский районный суд. Информация предоставлена пресс-службой прокуратуры Чувашской республики. Текст читала Ирина Константинова.